Ко мне часто обращаются пациенты с жалобами на хруст в суставах. Наиболее распространенная причина этих состояний – гипермобильность суставов. Это такое состояние, при котором происходит превышение амплитуды движения в суставе по сравнению с ее нормой. Это позволяет суставу в момент нагрузки чрезмерно переразгибаться, приводит к повышению чувствительности его даже к обычным физическим нагрузкам и к появлению неприятных симптомов. При гипермобильности мы видим переразгибание в локтевом суставе. В норме должна быть прямая ось между плечом и предплечьем. В данном случае мы видим переразгибание. Второй симптом, который может быть – отведение мизинца на 90 градусов относительно кисти. Следующий симптом – это приведение большого пальца к предплечью. То есть пациентка может сама достать пальчиком и коснуться предплечья. Следующий симптом – при приведении большого пальца к ладонной поверхности кисти мы видим, что он выступает за край ладони. Еще один симптом – при обхвате лучезапястного сустава первым-вторым пальцем мы видим их легкое смыкание. Этого быть не должно. Точно такое же переразгибание мы наблюдаем в коленных суставах, превышающие 10 градусов. Ну и последний симптом, когда пациент может, наклонившись вперед, задеть ладонями пол без предварительной подготовки и разминания. Тест может оцениваться только у взрослых людей. Это связано с тем, что детки сами гипермобильны почти всегда, и поэтому, если вы у своих детей обнаружили переразгибание в конечностях, то волноваться не нужно. Если вы обнаружили у себя больше 3 таких симптомов, вам следует обратиться к врачу-ревматологу, чтобы он определил степень вашей гипермобильности. Если при наличии данных симптомов вас ничего не беспокоит, переживать не нужно. Доктор назначит вам меры профилактики, чаще всего это лечебная физкультура. При гипермобильности пациенты могут жаловаться на боли в суставах, периодическая припухлость суставов, хруст в суставах, в том числе склонность к мелким травматизациям, предположим, под вывихом или вывихом сустава. Если вовремя не обратиться к врачу, то это может приводить к прогрессированию процесса и даже к такому состоянию, как артроз. Хруст в суставах у вас не должен вызывать больших опасений, потому что на самом деле это сухожильные щелчки, которые обусловлены чрезмерной подвижностью суставов. Если вы обнаружили у себя такие симптомы, обратитесь к врачу, чтобы избежать негативных последствий для ваших суставов.